Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, огромное вам всем спасибо за вашу помощь, за вашу активность, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Мои милые, всем огромное спасибо, кто делает донаты. Пожалуйста, дорогие мои, пишите в комментариях свои имена, чтобы я могла заказывать для вас особые молитвы, особые службы для вас и для вашей семьи. Не забывайте. Огромное вам всем спасибо за то, что помогаете мне, моему каналу. Надеюсь, с вашей помощью буквально вот в следующем году, в первом же месяце, выпущу прямые эфиры, где буду бесплатно для вас в прямом эфире делать отсыпочки и отвечать на ваши вопросы. Осталось совсем чуть-чуть, скоро, надеюсь, все получится. Так, тема сегодняшней отсыпочки необычная, и звучит она так. Что приятного, хорошего и доброго случится с вами либо в вашей жизни до конца года? Тут осталось совсем ничего. Посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя обязательно, подумайте о своей жизни и так и спросите, что хорошего случится, произойдет в моей жизни до конца года. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте, мои дорогие, посмотрим, что же расскажут нам духи, силы Вселенной, что хорошего случится и что произойдет. Замечательно. Ангел вышел. Вы видите? Вот он. Вышел ангел. Это просто фантастика. Вернемся к нему попозже. Давайте начнем по порядку. Событий много. Сразу говорю, будет очень много событий. Возможно, не всем они подойдут. Вы уж смотрите по своей ситуации. Вас много смотрит. Песочек, я так понимаю, решил всем все рассказать. Так, начну с тех, у кого есть финансовые затруднения, финансовые проблемы. У кого дырочка в кармане. У кого-то эта дырочка в прямом смысле слова. Вам тут сразу идет и подсказка. Потому что здесь вышла именно дырочка, в которую все уходит. Это дырочка энергетическая, большая, вот прям, знаете, воронка, можно так сказать, через которую все у вас уходит. Пересмотрите свои кармашки. Все. В вашей одежде, может быть, даже в сумочке, часто такое может случаться, прорывается где-то, что-то у вас дырочка есть. Нужно ее обязательно обнаружить и, как говорится, ликвидировать, зашейте эту дырочку, заклейте эту дырочку. Не должно быть дырочек в ваших карманах. У вас деньги уходят из-за того, что у вас какой-то подсос идет энергетический. Либо действительно что-то порвалось и туда денежки просыпаются. Либо кто-то подсосался такой пиявочкой, и спокойненько себя чувствует. Я вижу, что вы обнаружите и ликвидируете эту ситуацию. Вы начнете с того, что вы поправите свое энергетическое поле, и эта ситуация уйдет. Уйдет, причем, знаете, как-то достаточно быстро, вот буквально несколько дней, у кого-то даже несколько часов. Песок вам прям подсказку дает, что дырка есть. Дырка, где-то дырочку ищите. И если это конкретный человек, который у вас денежки берет, либо сидит на ваших денежках, нужно этого человека немножечко, оторвать от кормушки. Вот прям не постесняться и оторвать. И не давать. Не давать, либо если человек... все бывает, может быть, у человека сложная ситуация, может быть, ваш муж потерял работу, живет сейчас за ваш счет. Тогда хотя бы пусть он энергетически для вас вкладывается, то есть чтобы он обязательно выполнял какую-то работу, и тогда это будут не просто деньги, которые вы даете, а оплата его, например, труда, то есть пошел помыл посуду, поубирал, попылесосил, еды приготовил, не знаю, с детьми поиграл. То есть в таком формате об этом тоже думайте. Я вижу, что у вас финансовая проблема решится, причем как-то быстро решится. Да, деньги сразу не посыпятся, но тем не менее вы станете на правильный путь, на путь исполнения своего желания, в данном случае материального благополучия. Так, следующий момент. До конца года у многих на работе будет достаточно щекотливая ситуация, связанная с непониманием, что же происходит, куда мы движемся дальше. Могут быть разговоры про удаленку, про сокращение, про, может быть, даже
ликвидацию вашей компании, где вы работаете. Но это все будут разговоры. Бояться вам нечего. Я вижу, что вы при работе. Кто в поисках работы? Но понимаете как? У вас... Вы немножко не туда смотрите. Ваша работа, она с вами рядом. Вот прям хочется сказать, вот вы, а вот она, ваша работа по вот этому новому домику, кораблику, вот кто что видит. Ну, у вас где-то вот над вами, можно так сказать, да? Нужно просто поднять голову, посмотреть наверх. Либо, да, посмотреть на то, что вы раньше в упор не замечали, либо избегали. Ну, например, вы, например, не знаю, бухгалтер, да, бухгалтер, и вы всегда искали себе работу именно в этом профиле, в этом направлении. А вдруг вы там не бухгалтером можете быть, а каким-нибудь хорошим там продажником, да, а там менеджером по продажам, либо, может быть, вы давно увлекаетесь каким-нибудь там маникюром, либо какой-то, может быть, ручной работой, да, вот хобби у вас есть. Может быть, там нужно себя поискать. Посмотрите, у вас вот работа, она у вас над головой, но не в голове, понимаете, вот в чем проблема. Она есть. И если вы действительно вот прям пристально посмотрите, либо посмотрите в противоположном направлении от того, которым был направлен ваш взгляд, вы обязательно найдете. Здесь прям на работу вы не устроитесь, но разговоры у вас могут быть. Причем такие, что вот все, да, мы вас берем, праздники заканчиваются, выходите, мы вас ждем. Вот этот момент может быть. Так, и женщина, какая-то вот женщина за мужа, наверное, своего переживает, либо за сына, тут за мужчину идет переживание по поводу его, ну тут по ласточке, да, куда-то он либо должен уехать, либо приехать, переживает, как все будет. Не переживайте, все будет замечательно, даже лучше, чем вы могли бы себе представить. Здесь момент такой, знаете, вот идет, когда человек заслужил, да, заработал, либо вот ему идет легкая дорога, он полетит вверх. Да, в левой стороне у нас рисунок идет, а левая сторона у нас больше такая фантазийная и, ну, скажем так, смутная немножечко. Но вот это ваши переживания, они пустые. Все будет хорошо, все будет замечательно. Удачно. Понимаете, очень удачно, вот удачное стечение обстоятельств, и все идет, как говорится, по божественному плану. Поэтому не переживайте, со спокойным сердцем, без всяких, вот там, знаете, надрывов, отпускайте, либо встречайте, все будет замечательно. Уедет, приедет, все будет хорошо. И там, куда, например, человек едет, если он уезжает, например, на заработки, либо, может быть, на учебу уезжает, там тоже все сложится просто замечательно, я бы сказала, даже идеально. Тут постучу, чтобы не сглазить. Следующий момент. Момент каких-то неприятельских отношений. Это могут быть ссоры между людьми, коллегами, соседями, даже, может быть, родственниками, может быть, против вас как-то ополчились люди, либо кто-то кого-то настроил, какие-то сплетни могли пустить, может быть, какие-то нечестные конкуренты. Вот все, что касается людей, разборок между людьми и негативного характера, да, негативные стрессовые ситуации между людьми. У вас, опять же таки, это все в левой стороне. Здесь есть причина. Причина будет вскрыта. Вот видите, вот эта колючка. Вот один человек, второй человек, они вот как друг друга толкают. Да? Вот здесь колючка. Все будет вскрыто, все будет понятно. Разберетесь, поймете, откуда ветер дует, кто в чем виноват, кто что сделал, либо кто что сказал, откуда, скажем так, у этих неприятностей ножки растут. И эти ножки, оп, и подкосите. Все будет хорошо. Здесь люди примирятся, найдут общий язык, будет восстановлен диалог между людьми, будут решены эти вопросы. Если дело касается конкуренции, то видите, как у этих конкурентов, например, у них какой-то свой взгляд на вашу ситуацию. Да? То есть вы-то думаете, что вы там абсолютно правы, а они-то со своей стороны думают, что это они все замечательно и честно делают. То есть вы договоритесь, вы проговорите, каждый выскажет свои претензии. Здесь будет действительно диалог, продуктивный диалог, когда каждый получит свое и каждый успокоится. Вот это замечательно. То есть конфликтные ситуации будут просто сглажены, улажены, может быть, даже там друг друга даже поздравлять будете на Новый год очень хорошими, добрыми словами. Еще будете думать, вот дурачки, да, почему вы раньше не поговорили, почему мы раньше это все не прояснили. Если бы это все случилось раньше, не было бы вот столько проблем, столько накруток бы не было. И переживаний столько бы не было. Дальше, мои милые, у кого есть соперница, женщина-соперница. Женщина-соперница кормит черную птицу, понимаете? Вот эта птица, она ворона, и она ее кормит с рук.
Недоброе это предсказание, но я все равно его скажу. Скорее всего, ваша соперница столкнется с тяжелыми проблемами в жизни. Но черные птицы — это всегда болезни. Причем болезни какие-то, ну, вот такие, знаете, коварные. Да? То есть, ну вот один человек, например, гриппом заболел, ну это просто пример, утрированно, просто пример, да, заболел и там, ну там полежал с температурой, там проболелся, выздоровел, пошел дальше. А другой заболел, а у него раз там и осложнения пошли, причем достаточно серьезные. Вот у вашей соперницы, это именно женщина, видите, вот он ее силуэт, женщины-соперницы, и вот она эту черную птицу кормит с руки. То есть почему говорю черная, потому что то, что у нас с левой стороны, это всегда черное, вот имеет такой цвет. У нее большие неприятности случаются, очень большие. Я не знаю, будете ли вы радоваться по этому поводу, но то, что она это заслужила, она это и получила. Это вот считайте, что ей такой прилетел прям бумеранг за вас, за то, что она грешила, за то, что она поступала плохо, нечестно и по злому. Потому что каждое зло все равно рано или поздно будет наказано. Это законы Вселенной, их никто не отменял, не мы их придумывали и, конечно, не нам их менять. Вот эта женщина, она это получит. Это именно для женщины. Женщины-соперницы. Кстати, и у мужчин могут быть женщины-соперницы, там и в работе, и в делах. Будет наказан на ваших же глазах ваш соперник. Так, мои милые, если кто-то, да, в чем-то нуждался, ну, то в данном случае, скорее всего, идет в каком-то, может быть, исполнении какого-то вопроса, какого-то дела, что-то закрыть, что-то уладить, где-то в чем-то договориться, какие-то, может быть, документы, справки, да, что-то вот нужно было делать, то этот вопрос либо актуальность поменяет, в принципе, да, то есть, ну, неважно будет, либо он будет, я не знаю, как-то переформатирован, то есть вы найдете другой путь, либо откроется какая-то другая возможность, где вам не стоит вот так вот прям ходить, там, оббивать пороги, чего-то себе добиваться. То есть этот вопрос, он вообще настолько мизерный, минимальный, он уходит в сторону, больше вас не беспокоит и вам не мешает. Так, идем на правую сторону. На правой стороне у нас здесь новый человек идет, очень новый, интересный человек. Человек может быть как абсолютно новый, вам незнакомый доселе, знакомство с этим человеком, общение с этим человеком, может быть любовная связь с этим человеком, да, а может быть человек, которого вы знали, но знали с другой стороны. Ну, например, да, девушка жила себе, там, работала в офисе, был у нее коллега, обычный мужчинка, да, вроде как бы знали друг друга, вроде как бы там привет, пока, рабочие, может быть, какие-то вопросы. Потом раз в один момент этот мужчинка такой раз к ней и: а ты мне нравишься, а ты мне очень симпатичная, интересная, я бы хотела бы с тобой пообщаться. И у вас начинается любовная тематика, да, любовный роман. Либо, может быть, по соседству так мужчинка может к вам проявиться, либо, в принципе, да, может быть, вы парковались на одной парковке, периодически видели друг друга, но не общались. То есть здесь идет начало отношений, но вот оно будет для тех, кто уже знаком, либо виделся, оно будет в другом формате. То есть не в дружеском, если вы были друзья, то будет любовное. Ну и понятно, да, если вы там, ну, грубо говоря, не особо дружили, то вы можете подружиться. Больше, конечно, отыграется как любовная тематика, потому что этот человек идет как судьбоносный, то есть судьбою данный и судьбу вам несущий. То есть перекресток у вас идет с человеком. Если смотрят меня мужчины, то эта женщина очень такая, знаете, бойкая, активная, но очень хорошая, добрая, мягкая внутри. То есть у нее идет несоответствие внешности внутреннему содержанию, да, либо внешних проявлений состоянию души, да, то есть какие-то несоответствия. Поэтому, если вы побаиваетесь таких активных женщин, то следует все-таки присмотреться, потому что эта женщина, она очень хороша, вот очень домашняя, очень такая теплая и умеющая любить. Вот. Что касается женщин, то мужчина идет, ну, такой, темная лошадка, хочется сказать, да, потому что у человека очень много скрытых талантов, скрытых способностей, и только лишь мудрая женщина может раскрыть эти все способности, ну, и себя, скажем так, порадовать, да, и этому человеку жизнь поменять. Поэтому будьте внимательны, если видите, что ваш мужчинка талантливый, что он
способный, поддерживайте, направляйте, будет вам благо, потому что этот мужчина будет вам до самого, да, до гробовой доски благодарен за то, что вы его поддержали, за то, что вы ему помогли. Так, дальше. Я вижу много суеты, связанных с людьми и с какими-то вот прям разговоры, что ли, да, либо о людях разговор, либо с людьми разговор. Будут встречи, будет очень много движений у вас, очень много. То есть походы туда-сюда будете ходить, может быть, по магазинам, может быть, что-то будете там выбирать, подбирать, покупать. Вам помогать будут. Вам, по крайней мере, вот несколько человек помогают. Кто-то словом, кто-то делом. Идут очень приятные, суетливые дни. Вот эта суета, она не опустошает, а наоборот, как будто бы энергией заряжает. То есть все мы знаем, да, что если потереть там карандаш, что-то вот шерстяное, да, вот электричество образуется. Вот и у вас тогда будет электричество идти по вашим венам, будете гореть, будете очень активны. Так, еще важный момент. Я вот прям вижу, кто-то получит досрочно подарок. До Нового года, возможно, получит подарок, либо узнает о каком-то это грандиозный подарок, это очень большой подарок. Вот здесь человек, он прячет этот подарок за спиной, но вы об этом узнаете, вы это увидите, либо вы поймете, что вам будут дарить. То есть вы идете в Новый год. Вот кто-то из вас, да, может не все, но кто-то из вас идет в Новый год с горящими глазами, с счастливыми глазами, потому что, ну, настолько вот долгожданный подарок, настолько вот он добрый к душе, к сердцу, вот давно мечтали, давно хотели. Вот получите вы этот подарок и получите вы его раньше, чем Новый год, и от этого настроение у вас вот просто будет такое, знаете, прям фееричное, будете ходить, там везде звезды разбрасывать. Так. Еще момент, кто-то планирует поездку. Вот что я хочу сказать. Вот поездка вы планируете, например, вы планируете ехать на автомобиле. В последний момент что-то переменится. Вы либо на самолете, может быть, полетите, может быть, на поезде, на автобусе, да, но не так, как вы хотели. Перемена будет к лучшему. Не сопротивляйтесь этой перемене, не идите наперекор судьбы. Принимайте то, что вам дают. Это будет лучше для вас, для вашего, не знаю, здоровья, наверное, и для вашего будущего. Да. Здесь резко как-то поменяется, резко, но, опять же таки, вы все успеете, вы ни в чем не потеряете. Вас, возможно, даже от какой-то неприятности этой перемены, да, от какой-то неприятности вас спасут. Поэтому принимайте то, что вам дают. Так, дальше. Кто-то будет получать возврат. Возврат каких-то, может быть, долгов, либо каких-то вещей. Вот неожиданно, да, человек придет и вернет. А у кого-то наоборот будет так, что вы намекнете, что неплохо было бы получить денежку, которую я тебе одалживала, и человек сразу же раз там кошелек достал, пожалуйста, спасибо, извините, что задержал, да, либо задержал, вот как-то быстренько вам вернут. Так что не стесняйтесь, если кто-то вам что-то должен, напоминайте, человек вам обязательно вернет. Так, еще момент, связанный с любовью и отношениями. Ну что, здесь, конечно, идет обновление. Здесь вот прям люди друг на друга другими глазами смотрят. Это может быть в семье и в паре, когда вы понимаете, что да, может быть, мы там спорим, ругаемся, и какие-то неприятности, недопонимания есть, но все равно мы семья, мы любим друг друга. Я вижу, что здесь, ну вот как-то сердца оттаивают, да, то есть и мужчина подобреет к женщине, и женщина к мужчине подобреет. Здесь очень хорошие, теплые отношения вот прям идут. Если вы встречались, то здесь кардинальная перемена произойдет в первую очередь в мужчине. Вот прям острое осознание того, что вот моя женщина, мы должны быть вместе, она самая лучшая, лучше ее в принципе никого нет, да и мне не надо, мне нужна именно эта женщина. Здесь у кого-то мужчина прям сделает предложение руки и сердца, либо предложение съехаться, жить вместе, там, встречаться, да, если вы просто там присматривались. Здесь однозначно, вот с одной стороны чаша идет любви, и с другой чаша любви, и между ними мостик происходит. То есть здесь объединение людей. Так, если вы сходитесь вместе, начинаете жить, либо, может быть, у кого-то будет заключен даже брак, либо вот какое-то соглашение брачное будет подписано, знаете, что брак будет очень долгий, очень успешный и принесет очень много радости в вашу жизнь. Очень такой, знаете, хочется сказать, плодотворный брак. Да, кстати, про плодотворность. Кто-то найдет себе партнера для дела. То есть вы
начнете с кем-то обсуждать какое-то новое дело, новый проект, новую возможность. И уже в следующем году вы будете это реализовывать. Вы прям знаете, как прям горите этой идеей. Горите идеей, что жизнь меняется и все будет хорошо. Так, теперь к ангелу перейдем. Вот ангел очень хороший знак. Ангел, во-первых, говорит, что вы под защитой. Во-вторых, он говорит о том, что вам нечего в жизни бояться в плане там, здоровья, потому что ангел все-таки это исцеление. И в-третьих, ангел говорит о том, что какая-то ваша заветная мечта, заветное желание обязательно исполнится. Либо вы сами себе его исполните, либо вам будет послан человек, который будет исполнять это ваше желание. В любом случае, вы любимы, за вами наблюдают, вас охраняют, и с вами все будет хорошо, мои милые. Это самое главное. Бояться вам нечего. Прям тут вы еще раз постучим, чтобы не сглазить. Все будет замечательно. Как бы там тучи над головой не набегали, да, как бы там темно не становилось за окошком, вам все равно бояться нечего. У вас все замечательно. И пусть все так и будет. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.